Добрый день, меня зовут Раздобудько Тамара. Я эксперт в области продаж, в области работы с персоналом. И сегодня мы с вами проговорим про продуктовую линейку и ценообразование. Поговорим про то, какие есть проблемы в ценообразовании, какие ценовые матрицы есть и на какие стоит обратить внимание, и как формировать продуктовую линейку так, чтобы она была максимально интересная и прибыльная с точки зрения бизнеса. И первое, о чем хочу с вами поговорить, это про ценовую политику компании. На что опираетесь вы, когда строите свои цены? И чаще всего есть 5 путей, на которые предприниматели опираются. Первое – это формирование цены от цели компании, то есть выйти на прибыль, увеличить оборот, какую-то иметь власть на рынке или какой-то имидж сохранять, какой-то статус. Либо опираются на спрос, и тогда они ориентируются на своих посредников, поставщиков и на целевые группы потребителей, на свою целевую аудиторию. И есть еще такой формат, когда компания опирается на расходы свои, и тогда смотрят и на переменные, и на постоянные расходы, да, и таким образом формируют свою цену. Есть также еще несколько вариантов взаимодействия с регулированием национальным или региональным. И чаще всего с таким форматом ценообразования встречаются продукты или услуги, которые подвержены лицензиям. Это, например, алкогольное направление, сигареты, бензин, да, какие-то такие вещи. Ну и еще один формат ценовой политики – это конкуренция, когда мы, выставляя свою цену, формируя ее, опираемся на ту цену, которая установлена конкурентами, существующими на рынке, ориентируемся на них, стараемся быть либо чуть дешевле, демпингуем, либо чуть дороже, повышаем свой статус и получаем немного другую целевую аудиторию, немного других потребителей. И чаще всего проблемы ценообразования из тех формул, которые я перечислила, это в том, что чаще всего преобладает классический подход, то есть затратный метод. Да? Мы смотрим, сколько мы потратили, какова себестоимость, какова сумма переменных постоянных расходов. Именно на это опираемся при ценообразовании. Мы поговорим, почему не только этот подход нам нужен, не только он нам важен. Еще одна проблема – это не всегда учитывается позиционирование в таком формате затратного метода. Да? То есть если мы хотим сделать суперстатусный, люксовый какой-то бренд или продукт, то опираться на затратный метод сложно. Да? Нам нужна какая-то добавочная стоимость, которая как раз-таки этот имидж и будет продавать. Ну и уровень цен меняется редко, окружающая среда очень быстро подвержена переменам в последнее время, да, не успеваем следить за событиями. И очень важно держать руку на пульсе и также относиться к порядку ценообразования. И разговор о ценообразовании я хочу начать с того, а каких клиентов вы привлекаете, да, то есть опираться на то, с какой целевой аудиторией вы работаете и каких клиентов вы хотите видеть у себя, или какие уже к вам приходят и с кем вы работаете, да, и именно от категории ваших клиентов, от контингента ваших потребителей и строить цену. И давайте проанализируем, да, какая матрица ценообразования есть на данный момент в вашей компании. Я хочу представить вашему вниманию поочередно 3 матрицы. Ценовая матрица премиального, среднеценового сегмента и низкоценового сегмента. И прежде чем мы начнем подробно погружаться в каждую из этих матриц, хочу обратить внимание на то, из чего она состоит, на каких осях она строится. Ось горизонтальная – это количество покупателей в этой ценовой категории. А ось вертикальная – это сумма, стоимость, тот самый средний чек, те деньги, с которыми это количество покупателей к нам приходит. И если мы посмотрим на данную картинку, мы видим, что это ценовая матрица премиального сегмента. Как видим, она выделена зелененьким цветом. Как мы видим, что количество покупателей здесь сравнительно мало, но зато стоимость, сумма, деньги, которые они приносят в нашу компанию, очень велико. Это премиальный сегмент, то есть у нас таких покупателей может быть мало, но не так много, за такую высокую цену покупают наш продукт, что нам этого достаточно для того, чтобы мы могли существовать. Следующая матрица, на которую хочу обратить ваше внимание, это среднеценовой сегмент. Посмотрите, по горизонтальной оси здесь среднее количество клиентов, но и по стоимости это не самый высокий показатель, он тоже на среднем уровне. И таких покупателей у нас может быть не очень много, но они могут позволять получать нам наш ежедневный оборот. Они постоянно к нам приходят, они покупают у нас на определенную сумму, не самую маленькую, позволяют нам стоять уверенно на ногах и регулярно приобретают наш продукт.
И третья матрица – это низкоценовой сегмент. Посмотрите, желтым цветом выделено большое количество покупателей, их больше всего в количественном показателе. При этом стоимость, средний чек, с которыми они к нам приходят, самый низкий. То есть их много, они по чуть-чуть у нас покупают и создают нам вот этот самый оборот, оборачиваемость нашего продукта. И к вам вопрос. Как вы думаете, определите, к какому сегменту относится ваш бизнес и почему вы так решили? К премиальному сегменту, к среднеценовому или к низкоценовому сегменту? И постарайтесь сейчас определить, у вас есть ценовая матрица какого-то определенного сегмента или всех видов сегментов у вас понемногу, но какой-то из них все равно наверняка преобладает. Постарайтесь проанализировать, почему так получилось, что вы для этого сделали или наоборот, чего не сделали, чтобы не получить тот важный для вас сегмент. И я хочу поговорить о том, почему необходимо иметь все три варианта цен, почему важно уметь работать со всеми тремя сегментами покупателей, о которых мы с вами сегодня говорили. Прошу обратить внимание на пирамиду покупательского поведения, и мы видим, что в основе пирамиды покупатели, которым хочется чего-то бесплатного. Это те, кто придут на бесплатную консультацию, на пробный замер, поучаствуют в фокус-группе, попробуют сэмплинг вашего товара и так далее. То есть хотят чего-то бесплатного. Дальше в пирамиде вторая ступенька – это те, кто хотят подешевле. Им не так важно, возможно, качество, им важно, чтобы продукт был доступен, и они могли его купить, ну или та же самая услуга. Следующая ступенька, третья, это когда нашим клиентам важно соотношение цены и качества. И уже на финальной ступенечке это VIP-клиенты. И сейчас мы поговорим, что важно или на что жалуются чаще всего, чем недовольны клиенты на каждой из этих ступенек. Давайте попробуем проанализировать. Те клиенты, которые на самой первой ступеньке, которым интересно прийти на что-то бесплатное, да, и их может быть очень много, попробовать прикоснуться к нашему продукту, стать частью нашей целевой аудитории, да, чем они могут быть недовольны? Мы предоставляем им продукт или услугу бесплатно, хотя бы пробную версию, и они могут быть чем-то недовольны. Как вы думаете, чем? Чаще всего тем, что бесплатного мало, а всего одна бесплатная консультация, а всего вот только такой продукт бесплатный, а вот этот бесплатный не предоставляется и так далее. Да? То есть здесь категория людей не всегда бывает довольна, что бесплатного мало, хочется еще немножко. Да, так называемые халявщики. Есть также у нас вторая ступенька, те, кто любят что-то подешевле, что-то доступное. Чем они могут быть недовольны? Правильно, что недостаточно дешево, да, то есть хотелось бы подешевле, а вдруг у вас есть акция, а вот скидочку не дадите, это те люди, которые могут торговаться и так далее и тому подобное. Чем же могут быть недовольны те, кто любит четкое соотношение цены и качества? Тут уже появляется претензия к качеству, что-то недостаточно у вас хорошо, что-то вы не совсем правильное мне предложили, что-то ваш товар не соответствует моим ожиданиям, но при этом они все равно будут недовольны ценой, что-то для этого качества слишком высокая цена, да, могли бы и подешевле, а давайте скидку и прочее. То есть пока на каждом этапе у нас есть придирка к цене. И есть у нас четвертая ступенька, это наши VIP-клиенты. Чем могут быть недовольны они? Ну, давайте подумаем. Это VIP-клиенты, это желание статуса, это поддержание имиджа. Скорее всего, они будут недовольны сервисом, например, да? То есть то, за что они готовы доплачивать дополнительную цену. Но вспомните своих VIP-клиентов и скажите мне, пожалуйста, какой процент из них тоже жалуются на цену. Очень часто я слышу замечания от предпринимателей и бизнесменов, что именно VIP-клиенты за последнюю копеечку будут следить, все акции будут использовать. Подтвердите, так ли это. Возможно, среди ваших VIP-клиентов тоже есть такие люди. И при том, что на всех 4 уровнях недовольны, в первую очередь будут стоимостью. Все будут считать, что стоимость завышена, и поэтому будут предъявлять нам какие-то претензии, нам все время жаловаться на стоимость, на то, что все вокруг дорожает, и мы цены тоже задрали. И это очень четкое направление, это очень четкий вектор к манипуляции.
Все наши клиенты нами манипулируют. И те, кто говорят о том, что хотелось бы подешевле или что у нас слишком дорого, нами манипулируют. Наша задача в этой работе с манипуляциями нашими клиентами ни в коем случае не отвечать какими-то действиями типа акции, скидки или еще что-то. У всех у них есть возможность заплатить, если они к нам пришли, они знали, зачем пришли. Поэтому рекомендация номер 1 предпринимателям: в момент ценообразования в последнюю очередь обращать внимание на манипуляции, смотреть немного на другие вещи. И раз уж мы говорим про ценообразование, хочу рассказать вам про 2 очень интересных эффекта в формировании цен. Эффект номер 1 называется эффект Гиффина. И все вы наверняка имели возможность его наблюдать. В чем он проявляется? Это тот эффект, когда снижение цены приводит к уменьшению спроса, а увеличение цены к повышению спроса на товар. Казалось бы, да, немножко парадокс. Мы знаем, что мы делаем какую-то скидку, больше людей приходит, увеличиваем цену на товар, меньше людей приходит, идет какой-то отток покупателей. Но все вы видели, что, например, в ковидный период такие товары, как гречка, соль, сахар бешеным образом выросли в цене, и при этом за ними стояли очереди. Да, вот этот самый чистой воды эффект Гиффина. Он связан с изменением каких-то относительных цен, а не с повышением общего уровня цен. То есть только на эти товары цена внезапно вырастает. И это очень часто тоже манипуляция производителя. Чаще всего этот эффект распространяется на какие-то малоценные товары, как вот те товары обихода, про которые я сказала, да, каждый день мы покупаем что-то из этой продукции. И они при этом занимают значительную долю в бюджете, да, то есть крупы, соль, сахар, мы всегда на них какой-то бюджет закладываем. И при этом нет прямых заменителей. И вот тогда работает этот эффект. И посмотрите, может быть, у вас в ассортименте есть продукция или услуга, с которой можно в этот эффект тоже поиграть. И еще один эффект, которым, безусловно, можно пользоваться уже сейчас, это эффект Веблина. В чем он заключается? Иногда, чтобы повысить продажи, нужно поднять цену. И иногда бывает так, я на практике это встречала не раз, что с какой-то услугой или товаром мы выходим на рынок, и у нас что-то не идут продажи, что-то идет не так, отток не такой, как мы хотели, не такой, как мы ожидали. И предприниматели начинают сбавлять цену, запускать акции, делать скидки, продажи чуть-чуть увеличиваются, но потом снова наступает плата, снова оказывается не тот отток, который мы хотели. Но порой предприниматели приходят к такому выводу, что они повышают цену, и покупатель обращает внимание на то, что продукт подорожал, а значит какая-то ценность в нем увеличилась, и он готов покупать. Иногда цена – это показатель доверия, то есть я могу не купить что-то дешевое, я потому что не доверяю, потому что, значит, плохо его сделали, плохие ресурсы задействовали, непрофессиональные люди принимали участие в этом. А вот дорого стоит, значит, туда вложили много сил. Иногда доверие потребителя именно так и складывается. Да? И более всего подвержены этому эффекту люди, которые переходят из одной социальной страты в другую. То есть при переходе важно купить вместе с продуктом новый имидж. Это как из студентки мы переходим в топ-менеджмент, да, и вот мы уже в очереди за скидочными платьями не стоим, потому что это уже нам по имиджу не подходит, а вот в очереди за последней моделью айфона мы готовы постоять, потому что эффект так должен сработать, мы покупаем новый статус. И часто эффект Веблина сопровождается именно иррациональным поведением, да, там не совсем до подсчетов и расчетов, это эмоциональная импульсная покупка. Именно здесь проявляется демонстративное поведение покупателя, и цена воспринимается как свидетель высокого качества, да, то есть я покупаю только то, что стоит дороже, поддерживая свой статус. Немного существует такой эффект снобизма. Я не покупаю то, что покупают все, да? Я покупаю только то, что покупают избранные. Вот это то самое сопровождение этого эффекта. То есть присоединение к большинству. Посмотрю, что купят другие, потом куплю это. Да? То есть мы обращаем внимание не на функцию продукта, не на последствия использования услуги, а на то, какой эффект, какое впечатление это произведет.
И это очень важно, именно вот этот эффект посмотрите, а можете ли вы применить к каким-то категориям вашим продуктам. Может быть, у вас есть какие-то статусные продукты, которые можно запустить вот на таких клиентов, которые хотят помимо функций купить еще и статус, еще и имидж, еще и какое-то впечатление. И в продолжении разговора о ценообразовании я хочу еще и поговорить про создание продуктовой матрицы. Для чего она создается, какие цели мы преследуем, когда создаем целую матрицу продуктов, а не упускаем какой-то один продукт или какую-то одну услугу, за которой к нам приходят покупатели. Первое — это какая-то максимализация прибыли. То есть нам не нужно продавать один и тот же товар. Мы можем предложить одному и тому же клиенту много товаров. Он к нам несколько раз вернется, и он нам увеличит оборот, увеличит средний чек и, соответственно, увеличит прибыль. Также хорошо работает создание продуктовой матрицы и на удержание клиентов, да, то есть опять-таки за одним и тем же продуктом, если это не товар ежедневного потребления, то человек не будет приходить часто. Ну, условно, если мы продаем в магазине возле дома хлеб или молоко, да, мы будем этого клиента видеть чуть ли не каждый день. Но если мы продаем только велосипеды, то мы будем видеть клиента раз в 5 лет, пока он либо не вырастет, либо не поменяет стиль своей езды, либо не потеряет свой велосипед, правильно? А если мы продаем велосипеды, лыжи, санки для детей там, или еще что-то, к нам клиент вернется несколько раз за теми или иными продуктами, правильно? Поэтому мы удерживаем клиентов возле себя. Ну и охват новой аудитории, то есть мы расширяем ассортимент, мы привлекаем больше клиентов. Да? Именно поэтому мы сегодня будем говорить про то, как построить продуктовую матрицу, как увеличить ассортимент не ради того, чтобы ассортимента было много, а чтобы каждая позиция в нашей ассортиментной линейке позволяла нам зарабатывать. И вот мы проговорим про каждый тип продукта, который в этой ассортиментной линейке должен быть, каждому уделим внимание. Есть несколько типов и видов продуктовых линеек. Есть горизонтальная и есть вертикальная. Да? Горизонтально она просто описывает все товары, которые у нас есть, товары или услуги. Мы говорим и о той, и другой категории. И задача этой горизонтальной линейки просто закрыть все потребности клиента. То есть у меня можно опять-таки и лыжи, и санки, и велосипед, и спортивную одежду. А есть вертикальная матрица, да, которая определяет продукты, которые удовлетворяют запросы клиентов и соответствуют конкретному бюджету. И тут очень важно оценить ассортимент, который есть у нас в компании. И если там есть и супер VIP продукты, и продукты низкоценового сегмента, то большая рекомендация разделить их вообще на два разных бренда. И тогда у нас будет две вертикальные матрицы ассортиментные. Да? Одна низкоценовая, и там будет большой оборот и может быть небольшая маржа, а одна высокоценовая. И там как раз таки будет мало покупателей, но они будут всегда осознавать свой статус VIP. Их будет мало, у них будет другое обслуживание, другой сервис и так далее. Поэтому вот очень важно посмотреть, с какой стороны вы хотите подойти к формированию продуктовой линейки. Ну и теперь пришло время поговорить про виды товаров продуктовой линейки. Мы проговорим про каждый, объясню, как он называется, почему, в чем смысл именно этого продукта в вашей ассортиментной линейке, какую пользу он приносит. И начнем мы с такого вида продукта, как лид-магнит. Что такое лид-магнит? Это действительно то, что притягивает лиды. Что такое лиды? Это наши покупатели, наши клиенты. То есть лид-магнит — это что-то, какое-то бесплатное предложение, которое знакомит клиента с продуктом или знакомит клиента с нашей компанией, помогает собрать данные потенциальных покупателей, помогают занести их, информацию о них в нашу, например, CRM-систему. Что это может быть? Да? Если это товар, это может быть какой-то небольшой бесплатный товар, какая-то пробная часть. Человек попробовал что-то абсолютно бесплатно, попробовал вкусовые характеристики, если это продукты питания, как-то посмотрел в действии, если это какая-то техника, и вернулся к нам уже за полномерным продуктом или за полномерной услугой. Если мы говорим как раз-таки про услугу, то это могут быть, например, бесплатные чек-листы, бесплатные гайды, какая-то первая бесплатная консультация. У нас состоялся коннект, мы познакомились с нашим потребителем, он познакомился с нашей услугой, с нашей компанией, и теперь уже готов прийти, если мы все, и услуги, и продукт продали хорошо, качественно, с хорошим сервисом, он к нам вернется и уже будет готов платить. Очень часто мы имеем возможность с помощью лид-магнита, как я уже говорила, получить контакты. Например, мы предлагаем какой-нибудь гайд о путешествиях по Казахстану, а взамен получаем контакты. Это
имя, фамилию, дату рождения, номер телефона и так далее, и так далее. Данные клиента, которые нам нужны, которые нам помогут с ним выйти на связь. И даже если он уйдет и к нам не вернется после этого бесплатного гайда, теперь уже у нас есть возможность сделать шаг ему навстречу, вернуться к нему с поздравлением с днем рождения, потому что у нас есть его дата, вернуться к нему с упоминанием о новинках, которые к нам пришли, и написать ему, например, на WhatsApp какое-то сообщение, которое напомнит ему о нас, да, и поэтому лид-магнит — это такой бартер информации на бесплатный продукт. Есть второй тип товара в нашей ассортиментной линейке, это Tripwire. Это такой стартер продаж. Что-то уже за деньги, не как лид-магнит, но недорогое. Что-то, что запускает нашу коммуникацию с клиентом. Что-то, что создает первый успешный положительный опыт у потребителя. Это недорогой продукт, и он решает какую-то базовую потребность клиента или покупателя. Да? Например, мы занимаемся обучением, и вместо годового обучения продаем какой-то один мастер-класс. Все, и клиент уже готов нам заплатить. Это не очень много, чтобы мы не оправдали его ожидания, им будет не так жалко, если что-то пойдет не так. И при этом он складывает с нами уже какую-то коммуникацию, уже отношения у нас налаживаются. Или, например, если мы занимаемся, если у нас какой-то загородный дом, мы сдаем его посуточно или там на неделю, но параллельно есть какой-то ряд развлечений, например, катание на лошадях, то мы продаем не дорогую стоимость аренды загородного дома на 2 суток, а, например, катание на лошадях. Человек приехал, покатался на лошадках, получил удовольствие, при этом ознакомился с территорией, посмотрел, что у нас есть, а какие еще услуги, а какой сервис мы оказываем, познакомился с продуктом и потом купил у нас то, что мы называем основным продуктом для нас, да, основной услугой. Вот такая цель Tripwire. Посмотрите среди своих услуг, среди своих продуктов, что у вас может быть Tripwire, на что можно делать акцент при работе, при продажах с нашим потребителям, что предлагать для первого знакомства. И если такого продукта нет, подумайте, а что можно внедрить, чтобы начинать коммуникацию с клиентом безболезненно и не боясь не оправдать его ожидания. Далее наступает этап работы с основным продуктом. Это полноценный товар, это полноценная услуга нашей компании за полную стоимость. Здесь уже не идет речь о скидках, об акциях, о каких-то еще возможностях для клиента. Это полноценный обмен, это то, с чего мы зарабатываем больше всего, это хорошо маржинальные продукты, это то, что позволяет нам нарабатывать оборачиваемость, то, что позволяет нам зарабатывать, да, и получать нашу прибыль. И помимо основного продукта у нас есть еще 4-я категория товара, это какой-то максимизатор прибыли. Это в роли максимизатора прибыли могут выступать, например, дополнительные товары к основному, то есть какие-то кросс-продажи, то есть все, что увеличивает прибыль основного продукта. Это может быть новый продукт, который предоставляется со скидкой после покупки ключевого товара линейки. Это, то есть наш основной продукт является локомотивом, и к нему идут какие-то вагончики, да, то есть чаще всего вот с этим у нас покупают еще вот это, да, то есть прицепом к основному продукту, за которым пришел покупатель, уходят еще какие-то тоже интересные предложения. Ну или улучшенная или более дорогая версия основного продукта — это upsell. Также существует премиум продукт, то есть какое-то эксклюзивное предложение, направленное на какую-то определенную соответствующую аудиторию. И на слайде вы видите, да, что вот лид-магнит на примере сайта привлекает какое-то количество лидов, да, то есть что-то мы бесплатно через сайт распространили, получили лидов, то есть наших клиентов. А потом зашел Tripwire, и мы получили уже каких-то теплых клиентов, которые готовы тратить деньги на наш продукт. Продали основной продукт, получили постоянных покупателей, включили максимализатор прибыли, и теперь мы получаем наших VIP-клиентов, которые готовы выходить на какие-то эксклюзивные продукты, на какие-то для нас высокомаржинальные услуги. Да? И вот эти клиенты позволяют нам зарабатывать самую большую, получать самую большую рентабельность, получать самую большую прибыль. И для того, чтобы перейти к созданию продуктовой матрицы, нужно пройти 3 этапа. Первым этапом будет определение аудитории. То есть продукт или услуга должны быть для какой-то определенной целевой аудитории. Если мы мешаем продукты и услуги и для высокоценовой, и для низкоценовой аудитории, наши отношения могут не сложиться.
Если вы продаете и дорогие, и дешевые товары, то лучше эти продукты разделить по разным брендам, по разным категориям, по разным точкам продаж. И тогда те, кто являются вашими клиентами с VIP-статусом, не потеряют свою эксклюзивность, не потеряют свой имидж, не потеряют свой уровень сервиса, на который они приходят, и продолжат к вам приходить. А та целевая аудитория, которая является покупателями низкоценового сегмента, получат то качество и ту стоимость продукта, на которую они рассчитывали, да, и у всех совпадут ожидания. Второй этап создания продуктовой матрицы – это выбор максимизатора прибыли, да, то есть продукта, который будет увеличивать ваш средний чек. Это может быть, напоминаю, кросс-сейл, апсейл. Добавляйте в линейку какие-то дополнительные товары, которые ваш чек повышают. Ну и третий этап – это создание лид-магнита. Если есть возможность, добавляйте в линейку что-нибудь либо недорогое, либо абсолютно бесплатное. Тот продукт, который станет стартером продаж основного предложения. Тот продукт, который позволит вашему клиенту впервые прийти в вашу компанию и получить там потрясающий опыт работы с вашим бизнесом, с вашим предприятием. Ну и про тему ценообразования и моделирования ассортиментной матрицы у меня на сегодня все. Спасибо за внимание.